В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Камши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Изыскательские работы завершены. Ингургэс включится 3 марта. Подвели итоги года. Коллегия Государственного таможенного комитета. Карп на рынке. 2 дня в неделю на Сухумском центральном рынке продается живая рыба. С 3 марта Ингургэс начнет работу в обычном режиме. Как мы сообщали ранее, гидроэлектростанция была остановлена для проведения изыскательских работ и мониторинга деривационного тоннеля, который связывает Джварское водохранилище со станцией, расположенной на территории Республики Абхазия. Как показал первичный осмотр, тоннель находится в критическом состоянии. Приблизительная стоимость ремонта тоннеля, как говорят специалисты, от 8 до 10 миллионов евро. Уже в воскресенье начнется заполнение тоннеля водой. Об этом нам сообщила наш корреспондент Рената Шакая, которая сегодня побывала на Ингургэсе. Подробности смотрите в субботнем выпуске новостей. Итоги работы Государственного таможенного комитета за 2016 год были подведены сегодня на расширенном заседании коллегии ГТК с участием представителей администрации президента и правительства. Подробности в материале Симы Аргун. Несмотря на значительный рост товарооборота по экспорту на 25%, в нашей стране сохраняется отрицательная сальдо внешней торговли. Разность между денежными поступлениями и расходами составляет больше 13,5 миллиардов рублей. Это обусловлено потребностями в импорте различных строительных материалов, продуктов питания и горюче-смазочных материалов. В то же время экспортный потенциал страны продолжает оставаться невысоким. По итогам прошлого года контрольный показатель по начислению таможенных платежей выполнен на 95%. В бюджет страны перечислен 1 миллиард 700 миллионов рублей. На коллегии было отмечено, что этот рост связан с введением НДС. По итогам 2016 года в бюджет республики перечислено 1 миллиард 705 миллионов 200 тысяч рублей, что на 790 миллионов 300 тысяч рублей больше, чем за аналогичный период 2015 года. Такое резкое увеличение собираемости таможенных платежей напрямую связано с вступлением в действие с 1 января 2016 года Закона Республики Абхазия о налоге на добавленную стоимость, в соответствии с которым один из объектов налогообложения определен ввоз товаров на таможенную территорию Республики Абхазия, администрирование которого возложено на Государственный таможенный комитет Республики Абхазия. С момента вступления в силу вышеуказанного закона, так называемый ввозной НДС стал самым собираемым видом таможенных платежей, на долю которого в 2016 году пришлось 46% от общих поступлений. Наблюдается небольшое отставание по экспортной пошлине. В прошлом году было вывезено за границу лесного ореха на порядок меньше, чем планировалось, и основная масса через галскую границу. К тому же в 2016 году не осуществлялся экспорт угля. По импортной же пошлине план выполнен на 91%. Здесь идет незначительное отставание от плановых показателей. Заместитель начальника таможенного управления ГАЛ Сергей Гадля рассказал, как обстоят дела на Восточном контрольно-пропускном пункте. От Галского таможенного управления было начислено в госбюджет около 32 миллионов рублей. Было декларировано 2500 тонн ореха. По словам Гадля, вывоз ореха практически не осуществлялся из-за низкой закупочной цены. По сей день мы наблюдаем практически отсутствие вывоза ореха из-за низкой цены как и на мировом рынке, так и на рынке внутри. И, соответственно, очень плохое качество ореха. Практически не происходит вывоз ореха, он стоит. Это связано также еще, что если первый период это вывозилось на каком-то автотранспорте, то сегодня это только в виде, не знаю, так скажем, ручной клади, на тачках и так далее. То есть большие объемы практически не выводятся. Начальник Государственного таможенного комитета Абхазии Даур Кубахи высказал убеждение, что сезон орехов и мандаринов не удался, и из-за ожидания повышения цен предпринимателям нужно учитывать реальные цены и адаптироваться к ним, отметил Кубахи. Он также пояснил, что восточную границу Абхазии нужно приводить в порядок, в первую очередь оснастить пункты пропуска необходимой техникой. Одной из первостепенных задач остается введение таможенного оформления и таможенных платежей. Контрабанда и таможенные нарушения должны быть сведены к минимуму, сказал Кубахи. И отметил, что задачи, поставленные президентом, будут решаться. Но, конечно, не без помощи руководства страны. Это район, который кишит контрабандным товаром. Да, большая его часть остается в Гальском районе. Но Гальский район – это территория Абхазии.
Да, мы идем на какие-то послабления, мы на что-то закрываем глаза для жителей этого района, но это не значит, что можно тащить с той стороны все, что только вздумается. Мы прекрасно знаем эти схемы, как сюда мебель попадает в Абхазию и все остальное. Но я уже говорил и говорю, проблема настолько серьезная, что силами таможенного комитета мы в одиночку ее решить не сможем. И слава богу, это прекрасно понимают наши руководители. Именно поэтому президент принял эти решения о закрытии пунктов. Да, они непопулярны, вы видите, сколько там было недовольства, вплоть до митинга. Другого пути у нас нет. В Гале надо наводить порядок. И мое мнение однозначно, что весь поток товаров надо брать под контроль, надо вводить таможенное оформление, надо вводить таможенные платежи. В работе коллегии приняли участие представители администрации президента, которые отмечали, что от работы ГТК и от таможенных поступлений во многом зависит формирование бюджета страны. Всеми органами государственными, в том числе и в первую очередь перед таможенными и налоговыми, президентом поставлена четкая задача – сделать так, чтобы государство получало все полагаемые платежи. От этого напрямую зависит, как вы знаете, исполнение доходной части нашего бюджета и, соответственно, финансирование расходов. Мы много говорим о том, что нужно поддерживать социальную сферу, стимулировать нашу внутреннюю экономику, а таможня в данном случае это в какой-то степени механизм, защищающий нашу внутреннюю экономику. Есть у нас долги внешние, все вы знаете об этом. Касаются они всего нашего народа, который надо отдавать. Есть у нас задача поставлена президентом поднять экономику. Если мы не защитим добросовестного производителя, который хочет строить заводы, фабрики, то ничего не выйдет. Деятельность ГТК курирует вице-премьер, министр финансов Дмитрий Сериков. Он считает, что в работе этой сферы необходима статистика, без чего невозможны учет и планирование. Анализ информации – одна из составных частей всех фискальных органов, пояснил Сериков. Что касается таможенного комитета, ни для кого не секрет, основная аналитическая работа ведется по 4 кодам. Я бы хотел, чтобы таможенный комитет в этом году эту работу усилил. Я понимаю, что завтра это сделать невозможно. Надо переходить на более детальный анализ поступающих товаров, как импортных, так и экспортных. Потому что для того, чтобы управлять экономикой и понимать, куда надо двигаться, мы должны понимать, что нам приходит в денежном эквиваленте, так и в количественном эквиваленте. Потому что и в количественном эквиваленте у нас не все позиции ведется учет на должном уровне. А не имеет информации, принимать какие-то решения невозможно. На заседании было отмечено, что собираемость таможенных платежей и их поступление в республиканский бюджет – одно из основных направлений таможенной политики государства. Сима Аргун, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Делегация парламента Абхазии участвовала в референдуме по новому проекту Конституции Нагорно-Карабахской республики в качестве наблюдателей. О том, как прошел референдум в Нагорном Карабахе, нашему телеканалу рассказал депутат Народного собрания Абхазии Левон Галустян. Конституция предполагает переход от полупрезидентской страны к президентской форме правления. Кроме того, официально после референдума название Нагорно-Карабахская республика переименовано в Республику Арцах. Должен сказать, что мы посетили несколько избирательных участков, как в Степанакерте, столице Республики Арцах, так и в районах. Мы посетили Аскеранский, Мартакертский районы, где ознакомились с ходом голосования. Можно сказать о том, что везде наблюдалась высокая активность, высокая явка. Люди с воодушевлением принимали участие в этом референдуме, голосовали, потому что прекрасно понимали, что от исходов этого голосования фактически зависит судьба их многострадального народа. Могу сказать, что явка итоговая составила 76%, даже чуть больше. По итогам референдума 85% жителей Арцаха высказались за проект новой Конституции. Около 9% высказались против, остальные ее бюллетени были признаны недействительными. Таким образом, референдум в Нагорно-Карабахской республике, а уже после
того, как состоялось голосование в Республике Арцах, были признаны состоявшимися. Мы, как международные наблюдатели от Абхазии, дали высокую оценку организации и проведению голосования. И на итоговой пресс-конференции поблагодарили руководство Нагорно-Карабахской республики за проведенный референдум. Мы рассчитываем на то, что отношения между двумя дружественными странами будут только укрепляться. Собственно говоря, эта тема обсуждалась на встречах с высшим руководством Республики Арцах. Абхазскую делегацию принял президент республики Баку Саакян, принял премьер-министр, спикер Национального собрания и глава МИД Арцаха Карен Амбарсумович Мирзоян. На всех этих встречах речь шла о том, чтобы укрепить абхазо-арцахское сотрудничество. Собственно говоря, такая инициатива, она исходит и от официального Сухума, и от официального Степанакерта. Мы рассчитываем на то, что в самое ближайшее время будет дан новый импульс нашим межгосударственным отношениям. Депутат Народного собрания Абхазии Фазлыбей Авицба награжден орденом Ахидз Абша 3-й степени за активную общественно-политическую деятельность и вклад в развитие парламентаризма в Республике Абхазия. Указ об этом подписал президент Рауль Хаджимба. На Сухумском центральном рынке теперь можно достать свежего мраморного карпа, который привозят из Чернореченского форелевого хозяйства в столицу 2 раза в неделю. Пользуется ли спросом карп, расскажет Сария Смар. Живую форель, а теперь и карпа на Сухумском рынке можно купить по четвергам и пятницам. Рыбу привозят из Чернореченского форелевого хозяйства в специальной машине. Спецтехника была приобретена Министерством сельского хозяйства больше года назад и сейчас активно используется. Министерство сельского хозяйства непосредственно является инициатором данной акции, чтобы население удовлетворить населению рыбной продукции. Чернореченское форелевое хозяйство является структурным подразделением, входит в систему Минсельхоза, и нами дано задание, чтобы хотя бы в неделю раз рыба в свежем виде появлялась и для населения, чтобы было привычно. Возможность купить свежую рыбу никто не упускает. У машины с утра образуются такие большие очереди, что работники еле успевают вылавливать рыбу из бака. Пришла на рынок, машина стоит, возьмем. Очень вкусная рыба, такая вкусная. Костей почти нету, очень вкусная рыба. Просто люди, может, не знают этот карп. А форель, да. Если наш покупатель к живой форели на прилавках рынка уже привык, то мраморного карпа смело можно назвать морской экзотикой столичного рынка. Однако мраморный карп пока не пользуется большим спросом среди покупателей. По словам продавцов, в первый день было продано чуть больше 50 килограммов карпа. Новый участок введен, и в пределах от 16 до 20 тонн сегодня на хозяйстве находится товарная продукция. Выращены новые породы, румыно-венгерской породы карп. Рыба хорошая, она доступна, и цену тоже, я полагаю, что мы доступную цену поставили, 250 килограмм. А карп, я думаю, что карп надо поработать еще с рекламой. Привозить рыбу каждую неделю удается не всегда. Чаще всего перебои с доставкой связаны с ухудшением погоды. Но в Министерстве сельского хозяйства, впрочем, как и руководители форелевого хозяйства, заверяют, что исправят ситуацию и начнут системно снабжать жителей столицы свежей рыбой. Сария Смер, Беслан Чинджерия, Абхазское телевидение. Историк Людмила Малия назначена руководителем историко-мемориального музея Нестора Лакоба. Роберт Джонуа – руководителем мемориального дома-музея Баграта Шенкуба. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры. В декабре 2016 года историко-мемориальный музей Лакоба и мемориальный дом-музей Шенкуба были включены в список госучреждений Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия. Музей выдающегося государственного деятеля Абхазии Нестора Лакоба в Сухуме был создан в 1983 году. Под музей было выделено двухэтажное здание в центре Сухума, где семья Лакоба жила с 1923 года. Здание, пострадавшее во время войны, так и не было полностью восстановлено.
На нашем канале продолжаются дебаты кандидатов в депутаты Народного собрания Абхазии. Сегодня, согласно жеребьевке в ЦИК, в прямом эфире выступят кандидаты, зарегистрированные по 2 избирательным округам. Лыхнинскому номер 16, в котором зарегистрированы 2 кандидата, и Сухумскому северному округу номер 4, где 8 кандидатов. По результатам жеребьевки 25 февраля в дебатах примут участие кандидаты от Бзыбского избирательного округа номер 10 и Баслатского избирательного округа номер 23. В воскресенье 26 февраля в дебатах будут участвовать кандидаты от Ишерского избирательного округа номер 21 и Дранского округа номер 26. В понедельник, 27 февраля, в прямом эфире вы сможете увидеть дебаты кандидатов в депутаты Народного собрания от Маякского избирательного округа номер 8 и Гудаутского округа номер 17. И о погоде. По сообщению синоптиков, в субботу в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. В воскресенье возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 5-7, днем плюс 12-14 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.